Вот и завершился благословенный месяц Рамадан, и сегодня мы празднуем День Разговения. Коллектив Уйгур ТВ поздравляет всех мусульман с праздником. Несмотря на то, что в связи с эпидемией в этом году месяц Рамадан сильно отличается от предыдущего, мы надеемся, что это стало стимулом к духовному прогрессу для всех мусульман. Мы выражаем благодарность каждому из вас за то, что вы помните уйгуров и молитесь за народ Восточного Туркестана, которому запрещено праздновать этот праздник и который подвергается притеснениям со стороны Коммунистической партии Китая. Стало известно, что редактор и бывший директор журнала «Культура», одного из самых влиятельных изданий в Восточном Туркестане, исчез 3 года назад. Семья Курбана Мамута утверждает, что его арестовали. Однако до сих пор его родные не получили официального уведомления от китайских властей. Корреспонденты радио «Свободная Азия» связались по телефону с одним из сотрудников городского управления Урумчи и коллегами Курбана Мамута. Информация об аресте подтвердилась, однако о его местонахождении ничего не известно. Согласно имеющимся данным, Курбан Мамут был арестован в конце 2017 года. Об этом сообщил сын Курбана Мамута Бахрам Синтаж, проживающий в США. Посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч направил американским сенаторам письмо с ответом на обвинение в том, что власти Турции ведут переговоры с Китаем для репатриации уйгуров. Посол направил письмо председателю Комитета по международным отношениям Сената США Джиму Ричу и сенатору от штата Массачусетс Эдварду Марки в связи с тем, что на сайте Axios была опубликована статья о том, что Турция выдает уйгуров по требованию Китая. Отметив, что Турция разделяет с уйгурами общий язык, религию и культуру, Сердар Кылыч заявил, что вне зависимости от стороны, которая требует выдачи беженцев, Турция рассматривает этот вопрос в рамках соблюдения прав человека. Высокопоставленный представитель Европейского союза по международным отношениям и политике безопасности Джозеф Боррелл отреагировал на попытку Китая принять новый закон о безопасности, который поможет устранить антиправительственные группы в Гонконге. В письменном заявлении по этому вопросу Боррелл отметил, что Евросоюз придает большое значение стабильности и процветанию Гонконга в рамках принципа «одна страна, две системы». Напомнив, что статус автономии Гонконга должен быть сохранен, Боррелл заявил, что Евросоюз продолжит следить за развитием событий. В связи с праздником Разговения правительство Афганистана и представители Талибан сообщили о взаимном прекращении огня. Руководство Талибан сообщило, что перемирие было заключено для того, чтобы граждане могли провести праздник в спокойствии и безопасности. Президент Афганистана Эшреф Гани заявил, что в ответ на предложение талибов правительственные войска временно прекратили боевые действия.